4 НВК «Саха». И это пятница, и с вами вновь «Утро Якутии». Ну и в частности мы, Дарья Анкехова и Руслан Очиров. Ну а чтобы сегодняшняя программа была максимально полезной и интересной, просыпайтесь вместе с нами на телеканалах Якутия-24 НВК «Саха». Ну и, конечно, сейчас вкратце мы расскажем о том, что сегодня ждет в нашем выпуске. Аллергию от кошек можно пролечить, это выяснили ученые. Какая терапия поможет в этом, мы расскажем сегодня. А тему про животных продолжит наша постоянная рубрика «Мой питомец», где мы рассказываем, как общаться с животными, чтобы они вас слушались. Цены на жилье и есть ли спрос на рынке недвижимости, поговорим сегодня с нашим гостем в студии. Также мы сегодня отмечаем День экономиста. О значимости этой профессии и почему она сегодня актуальна, также поговорим с нашим вторым гостем. Ну а тему праздников и памятных дат продолжит наша рубрика «Даты и события». Также сегодня мы расскажем, сколько нужно хранить мясо и другие продукты в холодильных камерах. Также приготовим фокаччо в рубрике «Полезный завтрак». Так что оставайтесь вместе с нами, делитесь своими новостями в наш телеграм-канал «Утро Якутии». А еще, Руслан, самое главное, сегодня мы разыграем вот такой замечательный подсвечник. Обратите внимание, Новый год не за горами, и я думаю, это будет хорошим таким, знаете, презентом к новогоднему столу. Поэтому будьте внимательны. Да, внимательнее будьте в течение ближайшего часа, и, возможно, именно вам достанется вот такой, самое главное, эксклюзивный, сделанный своими руками подсвечник. Ну что, мы движемся далее? Да, ну а сейчас самое время узнать, что произошло, пока мы спали. Минувшим вечером появилась информация о том, что открывается участок проспекта Ленина от улицы Каландрашвили до улицы Курашова. Там завершены работы по проезжей части, установлены опоры освещения, дорожные знаки и светофоры. А вот на перекресток улиц Кулаковского и Дзержинского продолжаются работы. Они пока закрыты для движения, сообщает Минтранс региона. Первые ходоки, как в народе называют людей, которые пешком ходят или переходят реку Лена, недавно совсем прошлись пешком на участке реки Лена, Сотенцы, Кангаласы. Видео актуально распространяется в социальных сетях. Ну а мы хотим сообщить, что это опасно и никому не рекомендуем повторять этот эксперимент. Река Лена еще полностью не промерзла и есть опасность провалиться под лед. Ну а между тем, в телеграм-канале Ивена Бетнантайского Луса учащиеся школ запустили онлайн-акцию по изучению родного эвенского языка. Мы думаем, что это отличная идея. Надеемся, что благодаря таким проектам мы будем сохранять язык наших малочисленных народов региона. А тем временем Якутия передала 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Улан-Удэ, где проходят службу якутяне. От региона передали 6 пикапов, а 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде 2 автомобиля УАЗ медицинской помощи. В октябре российские дилеры реализовали 45 228 автомобилей, что на 62% меньше, чем годом ранее. Всего за 10 месяцев объемы продаж достигли 502 тысячи машин. Падение составило 60%. Такие данные публикует Ассоциация европейского бизнеса. Надо отметить, что в этих данных не учтены поставки по параллельному импорту, а также данные компаний BMW, Mercedes, Chery, GM, но учтены продажи моделей легкого коммерческого транспорта. Но тем временем в Россотрудничестве предложили россиянам болеть за сборную Сербии на чемпионате 2022 года. Как ты к этому относишься и вообще являешься ли ты футбольным фанатом? Слушай, ну я особо на самом деле за футболом не слежу, но тем не менее думаю, что хорошее предложение. Хорошее предложение. Ну то есть не следишь, если то лучше прислушаться к этому совету и все-таки голосовать за Сербию. Да, ну я абсолютно согласен. Ну а теперь давайте перейдем к нашему подсвечнику, подарку. Приз, который сегодня получит кто-то из вас, кто находится у экранов телевизора. Мы проведем небольшую игру, а точнее розыгрыш. Этот подсвечник нам предоставила лавка мастеров Ева. Вот, обратите внимание, какая красота. Ну, я думаю, что такое чудо украсит любой новогодний праздничный стол. Розыгрыш мы, как всегда, проводим в нашем телеграм-канале «Утро Якутии», поэтому подпишитесь, если еще не подписаны. И вот на какие вопросы вам нужно будет дать ответ. Итак, первый вопрос. Первый вопрос. Этот новогодний праздник был весьма популярен в Якутске до 1905 года. Назывался он как и атрибут, который был необходим для участника праздника.
Второй вопрос звучит следующим образом. В 1910-х годах в Якутске для детей устраивали бесплатные новогодние утренники с раздачей сладких подарков. В здании какого учреждения они проходили? Вопрос номер 3. Какого числа празднует свой день рождения главный персонаж Нового года Дед Мороз? Ну и четвертый вопрос. В России новогодние праздники были назначены на 1 января указом Петра I. А какого числа до этого отмечали праздник россияне? Пятый вопрос. По какой причине россияне стали украшать елки стеклянными игрушками? Если вдруг вы не успели прослушать все наши вопросы, эти вопросы находятся у нас на нашем телеграм-канале. Зайдите, ответьте буквально вот на 5 коротких вопросов. В принципе, большинство из них достаточно известные факты. Отправляйте 5 правильных ответов, и ваш подсвечник будет стоять уже на новогоднем столе совсем скоро. Ну, я думаю, что мы уже в конце нашей программы подведем итоги. Ну а за вопросы к викторине мы хотим сказать большое спасибо нашим соседям из Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, а именно специалистам из медиацентра библиотеки. Ну а мы ждем ваши ответы в нашем телеграм-канале. Ну а тем временем давай поговорим о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 24 градуса. В Заречной группе 30 градусов ниже 0. В южных районах 6-10 градусов со знаком минус. В Вилюйской группе 7 градусов мороза. В Нижнеленских до минус 21, в западных 5-12 градусов ниже 0. В Колыман-Дигирской группе улусов до 40 градусов мороза, в Янских минус 35. На северо-западе 25-35 градусов со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 22 градуса. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 2 метра в секунду. Сегодня днем небольшой снег, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 12 градусов. Ну и традиционно в конце года актуальным становится тема недвижимости. Так, сегодня о ситуации на рынке квартир и жилых помещений мы поговорим с нашими гостями. В студии это Туяра и Лилия. Доброе утро. Доброе утро. Специалисты по рынку недвижимости. Расскажите, вот сложившаяся ситуация на сегодняшний день, да, вообще как обстоит ситуация с недвижимостью на якутском рынке? Вообще спрос, предложение в общем? Сейчас как бы очень активно покупают люди недвижимость, по дальневосточной ипотеке берут, также на вторичном рынке. Цены на недвижимость падают, ну, на вторичном рынке, на первичном, ну как бы все ровно. А скажите, вот я думаю, всех интересует вопрос, какова цена, стоимость квартир сегодня в городе Якутске? И как вы сказали, я так понял, что на вторичном рынке цена падает, да? Да. Ну, в целом и в соседних регионах, по-моему, тоже самая ситуация. Да. Вот, и все-таки по стоимости квартир в Якутске. Если рассматривать вообще по Якутску, у нас Лилия, наверное, знает, да? Да, да. Ну, в среднем однокомнатные квартиры будут стоить 5-500, двухкомнатные в среднем от 6,5 и выше. То есть это в зависимости от расположения района, от инфраструктуры и, ну, как имеется в виду, как бы и отделка также. А какие процентные ставки предлагают сегодня банки? Это немаловажный вопрос, да, потому что все-таки не все могут, да, приобрести квартиру за наличные, да, денежные средства, и тогда в этом случае возникает та самая ипотека. Мы вообще занимаемся московской недвижимостью и Московской области. Цены начинаются, если рассматривать Московскую область, то это от 4,5 миллионов рублей. Если в Москве, то от 5,5 миллионов рублей. И ставки там даже ниже, чем ДВИ. 0,1% для всех, 5%, 1,5%. То есть они И разнообразные. Да. И По господдержке это 6,7% ставка. Есть также программа без первоначального взноса. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал, также субсидии, которые выдают наши Минстрой, департамент жилищных отношений, тоже можно использовать как первоначальный взнос. Угу. А скажите, а кому сейчас выгодно приобретать недвижимость и есть ли какие-то льготные программы? Да, льготные программы есть, как мы уже сказали, это ставка 0,1 для всех, также 2,99, 4,99, 5,6.
Также для семей с детьми это ставка 5-6% в зависимости от банка. А есть ли среди якутян сейчас вот спрос на ту самую недвижимость за пределами региона, да? Вот есть ли какой-нибудь рост все-таки или пошло на спад в связи с нынешней ситуацией? Рост есть. Есть. У нас В любом рост, да, случае. рост есть, потому что многие стремятся да, как для себя, для детей на будущее покупать, как инвестиция, чтобы сдавать, потому что в Москве всегда цена растет. То есть там нет такого, что в Москве на аренду упала цена, либо вообще цена упала на недвижимость. Там всегда идет рост, поэтому люди стараются инвестировать деньги именно в Москву. А в какие регионы чаще, да, вот те самые инвестиции уходят? Москва? Москва. Конечно, Снова Москва. Да. А какие требования сейчас предъявляют покупатели квартир и что они в основном ищут? Инфраструктура. Самое Да, да, это самое главное, инфраструктура, близость к метро, обязательно нужны парки, школы, все это. Институты. Да. То есть, в принципе, даже отделка не особо играет роль, то есть человек как бы может и сам взять Да, ремонт. И самое главное это место расположения квартиры. Да. Ну, а все-таки вы как специалисты, да, вот что бы могли посоветовать человеку, который вот на данный момент, допустим, находится в таком при сложном выборе, да, где все-таки приобрести недвижимость, допустим, все-таки в Якутске, в Подмосковье, на что нужно обратить внимание при выборе вот того самого нелегкого решения для себя? Мы, конечно, рекомендуем приобретать в районе, где активно растет инфраструктура, где активно растет ветки метро. Это, конечно же, запад Москвы, север Москвы. Также мы предлагаем людям приобретать в том районе, где строятся новые станции. Ну, то есть, где есть какое-то будущее, да? Да, да. Действительно. Ну, а в целом, допустим, что касается города Якутска, что сейчас, не знаю, выгоднее приобретать? Вторичное жилье, которое, ну, как бы дешевеет немного, да, или же новостройки? Ну, для всех как бы по-разному, потому что если мы приобретаем в новостройке, это, естественно, дальневосточная ипотека. Это ставка 1,5%, 2%. Если на вторичном рынке, то это в среднем у нас ставка 9, 10, ну и выше. Спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня в наш эфир. Ну, а сейчас, дорогие друзья, мы прервемся на короткую паузу и далее продолжим. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Свыше 300 новых рабочих мест обеспечит ввод второй очереди Нерюнгринской ГРЭС. Ход строительства проверил глава республики Айсен Николаев. Завершены инженерные изыскания, разработан комплект проектной документации и оформлены земельные участки под строительство. Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Комплект проектной документации направлен на проверку в Главгосэкспертизу России. По итогам инспекции глава Якутии поручил министру промышленности и геологии организовать совещание по вопросам кадрового обеспечения нового объекта. В Якутии впервые появятся шумозащитные экраны. Они предназначены для того, чтобы оградить жителей пригородов от шума, исходящего от автотрассы УМНАС. На данный момент ведутся работы по устройству водопропускных труб. Помимо этого, дорожники привели полосу отвода в нормальное состояние. По расширению проезжей части до 4 полос работы фактически закончены. Также для безопасности и удобства жителей в будущем ждет двустороннее электроосвещение на протяжении всей дороги. От остановочных площадок к жилым зонам устроят тротуары с перильными ограждениями по обе стороны. Мы его должны ввести в 2024 году, в 4 квартале. Участок длиной у нас получается 8 километров 245 метров. Это будет магистральная улица, дорога городского типа, фактически второй категории. На этом участке у нас будет 4 полосы движения с разделительной полосой. Полностью будет обустроены и примыкание, и автобусные остановки. Полностью весь комплекс работ будет выполнен.
В национальном проекте «Производительность труда» поучаствовал самый крупный хлебокомбинат Якутии. В период с октября прошлого года до октября текущего цех в рамках национального проекта провел различные мероприятия для увеличения производительности. Так, в прошлом году производство в сутки составляло около 7 тонн мелкоштучных изделий, а в этом году количество составило уже 11 тонн. Сегодня мы закрывали проект в Якутском хлебокомбинате, он длился здесь год. И, можно сказать, охватил все основные процессы данного предприятия. От производства до работы с персоналом, до корпоративной культуры. На самом деле Якутский хлебокомбинат является пилотом. Он единственное предприятие, которое вошло в годовую поддержку и достигло очень хороших результатов. Международный комитет «Дети Азии» отмечает 10-летний юбилей. Комитет был учрежден 8 ноября в 2012 году на 31-й Генеральной Ассамблее Олимпийского совета Азии в городе Макао. Инициатором создания новой организации стал президент Олимпийского совета Азии шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах. Соучредителями комитета выступили Олимпийский совет Азии, Олимпийский комитет России и Республика Саха-Якутия. Создание Международного комитета расширило круг возможностей проекта «Дети Азии». Сегодня это не только спортивные игры, но и целый ряд других мероприятий, направленных на развитие детского творчества, межкультурных отношений, продвижение идеи олимпизма среди подрастающего поколения. Продолжаем тему интересных новостей. Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний выяснили, что терапия астмы способна побороть аллергию на кошек. Работа ученых опубликована в журнале по аллергии и клинической иммунологии. В эксперименте участвовали 121 пациент с аллергией на кошек. Для лечения им ввели прививку с антителом тезепелумаб, которая применяется при лечении астмы. Ученые считают, что ее также можно использовать для лечения аллергии путем сокращения интервала времени введения прививок. По словам ученых, эта терапия изменяет активность генов, запускающих воспаление некоторых иммунных клеток. Анализ мазков из носа показал, что иммунные клетки производили меньше триптазы, одного из основных химических веществ, выделяемых при аллергической реакции. Кто бы мог подумать, да, астма и кошки, Да. оказывается, могут и как-то содействовать, да Ну, еще в и истории помогать. вообще много таких моментов, когда делают лекарство от одного, а оно еще и помогает От совершенно в другом. Продолжая тему, да, мира братьев наших меньших, да, мы переходим к нашей постоянной рубрике «Мой питомец», и сегодня мы расскажем о той самой такой очень популярной команде «Апорт». Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня мы с вами поговорим про команду «Апорт». Большинство из вас понимает эту команду, показал мячик или любой предмет, кинул, и собака побежала за ним. У нас в профессиональной дрессировке команда это делится на несколько видов. То есть, когда мы играем мячиком, мы команду «Апорт» не произносим. Мячик – это драйв, это азарт собаки. И мы тогда произносим, заинтересуем, мы говорим «лови, давай, хватай», то есть разыгрываем собачку. А вот команда «Апорт» мы отрабатываем сначала на пластиковую палочку, потом на гантельку. Что значит команда «Апорт» в переводе на собачий язык? Это возьми предмет и держи возле меня. Агат? Возьми предмет в пасть и держи возле меня. То есть мы проходим апортировку от обратного. Мы учим собаку сначала держать предмет, а потом уже учим носить этот предмет. Агат? Первоначально приучаем, вкладывая предмет в пасть собаки, придерживая и потом награждая кусочком лакомства. Открываем пасть, апорт, вложили за зубами, губы убрали, чтобы на зубы не попадало, и придержали. Держи. До 3 досчитали. Дай. Да, и хвалим собачку. Супер, молодец. Да, молодец. Агат. И так постепенно учим, чтобы собака потом начинала брать сама. На. Апорт. Апорт. Держи. Да. Собака при этом должна сидеть красиво, не заваливаясь, никуда не отворачиваясь. Держи. Дай. Молодец. И на команду «дай» собачка вам эту палочку отдает. Вот это первая ступень обучения собаки, именно апорту с гантелькой. Ну, на сегодня у нас все. До встречи в следующем эфире.
Еженедельно мы вместе с нашим уважаемым экспертом, да, изучаем те самые команды. И я думаю, наверное, многие наши зрители уже сразу это все пытаются исполнить дома. То есть, ну вот сейчас сидишь, пьешь чашечку кофе, да, рядом с тобой бегает твой питомец, и ты ему говоришь: апорт, апорт. И вот сразу применяешь все дело, так сказать, на практике. Замечательная рубрика. Ну и, конечно, собаки все-таки одни из самых умных, да, животных, и не перестаешь удивляться именно этому факту. Абсолютно верно. Ну а в продолжении темы про наших братьев меньших, одноухий пес по имени Ван Гог удивляет соцсети своими картинами, нарисованными языком. Около 30 его работ были проданы за $40. Это около 2500 рублей реальным покупателям. Сейчас талантливому животному ищут новый дом. Собака по имени Ван Гог — помесь боксера и питбуля. Его спасли с собачьих боев в Северной Каролине. У животного обнаружили много травм и рваные раны, из-за которых и пришлось ампутировать одно ухо. Пес оказался в приюте, чья основательница Жаклин Гартнер решила найти ему новую семью. Чтобы отвлечь Ван Гога, она научила пса рисовать языком. Однажды девушка взяла чистый холст и капнула на него несколько капель краски. Затем она накрыла холст пластиковым пакетом, на котором разложила еду. Он слизывает еду, и пока он это делает, краска размазывается, и получается та самая картина, рассказывает Гартнер. Ну вот еще один некий, да, такой лайфхак. Почему бы не попробовать, да? Так что можно, оказывается, зарабатывать? Ну, по крайней мере, окупать еду на питомца. То есть, как минимум, берем холст, краска, сверху пакетик, какое-нибудь лакомство, и посмотрите, а вдруг и у вашей собаки откроются подобные таланты. Ну а мы плавно перешли на тему еды. Роспотребнадзор перечислил правила хранения продуктов разных категорий в домашних условиях. В частности, в федеральной службе уточнили предельные сроки нахождения в домашней морозильной камере мяса, рыб и овощей. Так, мясо, оказывается, можно хранить не больше 3 месяцев, овощи до 1 года, рыбу полгода. Перед замораживанием лучше недолго отварить, либо бланшировать овощи. Большинство овощей, таких как цветная капуста, брокколи, краснокочанная капуста, свекла, кабачки и баклажаны, можно замораживать. Овощи, содержащие много воды, такие как салат, помидоры, огурцы, не лучший вариант для замораживания, объяснили в Роспотребнадзоре. Процесс замораживания лучше проводить в щадящем режиме. Переложить продукты нужно из морозильной камеры в холодильную, если вы хотите правильно разморозить свои продукты. Эксперты федеральной службы отметили, что для этого хватит буквально 24 часов. Такая схема поможет сохранить больше витаминов в целом и повлияет на качество ваших продуктов. Ну, слушай, ты знаешь, надо теперь пересмотреть холодильник. Мне кажется, там что-то уже и пару лет. А сейчас же еще сезон свежего мяса. И вот, кстати говоря, вот есть такая практика. Ты берешь кусок замороженного мяса, кладешь его в микроволновку, либо кто-то в горячую воду. Это неправильно. Я, кстати говоря, это уже давно знаю и практикую. То есть мясо кусочек берем, кладем в холодильник, ну и буквально сутки, и оно должно растаять вот таким, знаешь, простым путем. Не надо его мучить, грубо говоря, и тогда все будет очень вкусно, а самое главное – полезно. Еще надо научиться планировать, потому что я постоянно хочу быстро поесть, быстро приготовить, вытаскиваю или в микроволновку, или в горячую воду. Ну, в общем, каждый решает сам. Ну, а продолжая тему здорового питания, мы в рубрике «Полезный завтрак» предлагаем вам приготовить вместе с нами традиционную итальянскую выпечку под названием фокаччо. В составе этой лепешки много витаминов групп В, также Е и ПП. Есть и полезные микроэлементы, такие как натрий, железо, кальций, медь, цинк, магний, фосфор и марганец. Но есть и одно. Такую выпечку нельзя есть людям с аллергией на глютен. Так что, если у вас нет аллергии, возьмите рецепт на заметку и порадуйте своих близких фокаччо на этих выходных. Доброе утро! Меня зовут Петр, фамилия моя Сидоров. Я являюсь основателем и создателем нашего бренда «Жар Пицца». И сегодня я хочу вам показать, как готовится очень простая традиционная итальянская лепешка под названием фокаччо. Вообще фокаччо это является, как считается, она является родоначальником пиццы как таковой вообще. То есть изначально была фокаччо, а потом из нее уже в дальнейшем родилась пицца. Она очень простая в приготовлении, для этого нам понадобится всего лишь немного муки, воды для теста, щепотка соли и маленечко растительного масла. Оливкового, конечно, самое лучшее. Вот. И для начала, конечно, нужно сперва завести тесто. Мы берем муку,
добавляем щепотку соли, перемешиваем и затем добавляем немного воды. Вода желательно, чтобы была теплой, тогда мука гораздо лучше замешивается и становится более эластичной. Запомнить такую интересную пропорцию, чтобы сделать вообще хорошее тесто для пиццы и для фокаччо. Волшебная пропорция 5 частей муки, 3 части воды. И тогда у вас тесто всегда получится хорошим. И после этого добавляем немножко масла. Ну, такое количество достаточно будет буквально чайной ложки. Какое бы ни было тесто, оно обязательно должно немного постоять, чтобы мука очень хорошо растворилась, то есть калькаина вышла, и она стала эластичным и мягким. Ну вот прошло 25 минут, наше тесто готово. Теперь мы его делим на 2 равные части и раскатываем тесто, можно сказать, до полупрозрачности. Здесь, конечно, требуются достаточно определенные навыки, чтобы у вас это получилось. Но если тесто хорошее, если оно получилось у вас мягким, то, в принципе, это не составит для вас труда. Там не обязательно прямо такую идеальную круглую форму, потому что мы же готовим для себя, и главное, чтобы был вкус. Если оно немножко рвется, то, в принципе, тоже ничего страшного в этом нету. После этого мы кладем на форму. Видите, какая она тонкая? Ну, я делаю такую обычную традиционную фокаччо, и туда идет просто чеснок, просто сыр и немножко базилика. Сыра не жалейте. Есть такая поговорка: кашу маслом не испортишь. Ну вот фокаччо и пиццу сыром точно не испортишь. В принципе, можно добавить вообще любой сыр, который вы любите. Ну, за исключением, наверное, пармезана, потому что он все-таки твердый сыр. Ну и все, берем тесто и закрываем сверху. И начинаем его по периметру всему скреплять друг с другом. Очень важный момент, так как там внутри находится сыр, чеснок, там есть влага, и когда она будет готовиться, эта влага будет испаряться. Поэтому нужно сделать вот такие вот дырочки, чтобы тут влага уходила, и она не вздымалась. Ну вот, в принципе, и все. Теперь это отправляем в печку минут 5, и фокаччо готово. Итак, наши 5 минут прошли. И вот наша лепешка готова. Остается ее только нарезать. Приятного аппетита! Почему-то я уверен, что, скорее всего, где-то в календаре можно найти праздник День фокаччо. Ну, я думаю, да, потому что, наверное же, его когда-то изобрели и первый раз приготовили. И мне кажется, вот знаешь, календарь, он полон событий, если честно. Было бы желание вот найти какой-нибудь праздник, просто нужно лишь зайти в какие-нибудь средства массовой информации, найти можно разнообразные праздники. Да, ну а давайте прямо сейчас узнаем, какие праздники отмечаются сегодня. На календаре 11 ноября. Сегодня отмечают Всемирный день шопинга, Международный день энергоснабжения, День экономиста в России. По народному календарю Авраамий Овчар и Анастасия Овечница. Святую Анастасию на Руси считали заступницей овец, а святого Авраамия – покровителем овчиров. В этот период времени стригли овец, овечью шерсть пряли, а из ниток вязали теплые носки и варежки, либо ткали теплые ткани для зимней одежды. Этот день в истории.
1937 год. Открыта первая пассажирская железная дорога в России. Петербург, Царское Село. 1918. Заключено Компьенское перемирие, которым закончилась Первая мировая война. 1983. Появился прототип первого компьютерного вируса. 11 ноября 1983 года американский студент из Университета Южной Калифорнии Фред Коэн составил программу, демонстрировавшую возможность заражения компьютера со скоростью размножения вируса от 5 минут до 1 часа. 1987. Картина Ван Гога «Ирисы» продана за рекордную сумму на аукционе Сотбис. Ее продали за 53 миллиона 900 тысяч долларов. В этот день родились 1821-1881 Федор Достоевский, русский писатель и мыслитель. 1864-1941 Морис Леблан, французский писатель. 1891-1978 Лилия Брик, российский литератор, возлюбленная Владимира Маяковского. 1919-2004 Ефим Березин, Штепсель, советский артист эстрады, актер, режиссер. 1974 Леонардо Ди Каприо, американский актер и продюсер, лауреат премии «Оскар». Именины сегодня у Аврамий, Агафья, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Филипп. Как уже было сказано, сегодня отмечается День экономиста. Новая дата в перечне российских профессиональных праздников появилась относительно недавно. Приказ о праздновании этого замечательного дня был подписан 24 ноября 2015 года. Инициатором его учреждения выступило Вольное экономическое общество России. Оно же предложило и дату празднования, которая связана с историей экономического развития страны. В этот день по новому стилю в 1765 году было основано Императорское вольное экономическое общество, которое в российской истории занимает свое почетное место. И более подробно о значимости этой даты и профессии мы сегодня поговорим с нашим гостем в студии. Это заместитель министра экономики Якутии Иван Елисеев. Доброе утро. Иван Елисеевич, здравствуйте. На сегодняшний день кто такой экономист? Вот как он выглядит, какими навыками он должен обладать и вообще насколько сейчас эта профессия актуальна? Хочу сказать то, что вообще экономист — это специалист широкого профиля, да, так как он, в принципе, может работать и в любых сферах, да, поэтому он должен мыслить вообще творчески, да, должен быть аналитиком, да, стратегом, должен предлагать, скажем так, не бояться предлагать смелые решения, да, вот, и, соответственно, должен хорошо владеть словом и, соответственно, своими цифрами. Вот, можно так охарактеризовать коротко. То есть и говорить должен хорошо, и считать должен хорошо. Что касается вашего трудового пути, когда вы устроились в Министерство экономики и почему именно выбрали именно это министерство? Хочу сказать то, что вообще я по образованию первому экономист, да, вот, поэтому несложно угадать, почему я выбрал Министерство экономики. Но вот именно в 2013 году, когда я поступал в Министерство экономики, оно и, как сейчас, является одним из ведущих министерств нашей республики. Вот, и можно сказать, то, что коллектив стал, скажем так, определяющим фактором, да, вот, в выборе. Как раз-таки можете, наверное, поподробнее рассказать и про сотрудников. Да, кто они, сотрудники, да, министерства? Сотрудников у нас 80, да, порядка. Все они молодые. Средний возраст где-то 35-36 лет. Вот. Министерство экономики является кузницей кадров, да. Все мы знаем то, что бывшие и нынешние выходцы являются министрами, их у нас 6. Вот, и в том числе вот наш министр Майя Андреевна, да, была тоже ведущим специалистом, то есть от специалиста до министра НКПБ. То есть хороший карьерный рост. Да. Иван Ализарович, вот мы видим сейчас фотографии, у вас активная такая, да, жизнь вне офиса, да, вне кабинета. И вот все-таки это миф, да, или реальность, что экономисты — это все-таки люди вот за компьютером, спокойные, сидят, сдержанные, сами себе, да, то есть не душа компания, так сказать, не вот раздолье, вот это вот. Можно сказать то, что, конечно же, работа занимает основную часть времени, да, но вот если есть свободное
скажем так, выходные, то министерство активно участвует в тех или иных мероприятиях, будь то спортивные или благотворительные мероприятия, да. Вот, поэтому нельзя сказать, что экономист, он сидит только за компьютером и оттуда ведет свою деятельность. На самом деле нет. Активный гражданин Российской Федерации. А можете рассказать нам о своем идеальном вот дне на работе? Тут, да, очень интересный вопрос. Нельзя сказать какой-то день идеальным, да. Он может быть выстроен по-разному, то есть от слаженности работы коллектива, от выполнения задач, которые поставлены на тот или иной временной период, если они выполняются в сроки, то можно назвать его, в принципе, идеальным. То есть их может быть масса, да, этих дней. То есть, когда все идет по плану, все четко, Да. экономически выверено. Да. это А и еще я идеально. слышала, что сотрудники Минэкономики работают прям с утра до полуночи, а может быть еще и ночью. Это правда ли ложь? И да, и нет, так как по и Трудовому кодексу, да, скажем так, и по колдоговору у нас время ограничено, да, там, с 9 утра до 6:30 вечера. Но если есть, скажем так, те задачи, которые требуют, да, там, Незамедлительного да, решения. то есть, да, вот именно время проведения на работе, то можно, конечно, задерживаться. Но вот хотелось бы сказать то, что вот пандемия показала то, что можно и работать удаленно, да, то есть не обязательно сидеть на работе там до ночи, то есть вот как-то так. Мгм. Ну, скорее всего, такие моменты случаются, когда нужно сдавать отчет и так далее, когда большой объем это информации имеет место быть, обрабатывается. Да, как и в любой другой профессии, Руслан. И мы иногда тоже работаем допоздна. Да. Да. А вообще, вот, может быть, дадите лучший совет, да, вот вообще, который вам, как экономисту, принес хорошие результаты? Одним из лучших советов могу сказать одну из пословиц, да, глаза боятся, руки делают. То есть она, как бы, в принципе, для меня является основополагающим. То есть если ты не уверен, да, то нужно, как говорится, твердо решить и, соответственно, делать. Вот. Это является одним из лучших советов. Ну и это приносит результат, да, вы на Да. данный момент занимаете хорошую должность, правильно? Но у вас есть уникальная возможность поздравить всех коллег республики с вашим профессиональным праздником. Да, поздравляю всех коллег, а также экономистов республики с профессиональным праздником, Днем экономиста. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, да, во-первых. Хочу, чтобы все намеченные цели, задачи, да, были как бы решены в этом году, да, и чтобы вы предлагали смелые, скажем так, решения, прорывные идеи для развития нашей республики и страны в целом. Ну, Иван Елизарович, мы в свою очередь также вас поздравляем с вашим профессиональным днем, с праздником и присоединяемся ко всем поздравлениям. Ну, а сейчас передаем слово нашим коллегам из новостного отдела, и в частности Надежде Саханской. Доброе утро, Якутия! Мы продолжаем освещать самые заметные события. Федеральная антимонопольная служба России предложила повысить с 1 декабря регулируемые цены на газ для всех категорий потребителей. В ведомстве уточнили, что изменение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития России. А после этого тарифы не будут изменяться до 1 июля 2024 года. Индексация не приведет к снижению спроса на газ. Объемы поставок для внутренних потребителей будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации. Такое решение необходимо для постепенного приведения регулируемых цен на газ к экономически обоснованному уровню, позволяющему бесперебойно добывать и транспортировать газ покупателям, а также для создания источников финансирования капитальных вложений. Добродушные домохозяйки и пенсионерки продолжают помогать участникам спецоперации. Они шьют сидушки, спальные мешки и специальные формы из флис-материала для бойцов. В комплект входит балаклава, теплые портянки, а также штаны и толстовка. Уже доставили 46 таких комплектов в республиканский пункт сбора помощи. Для того, чтобы одежда и вещи бойцов были удобными, на данный момент мастерицы начали шить и универсальные рюкзаки, в которых может поместиться даже спальный мешок.
Уже пробный уже проходит у нас как бы многофункциональный рюкзак для наших воинов, чтобы им удобно было с собой таскать и сидушки, не только сидушки, и рюкзак, чтобы был, можно было бы таскать. И сзади будем класть карман есть для этого, для сидушек. Так что продолжаем работать. У нас... Ну, тем не менее, параллельно будем шить, конечно, теплые вещи, также костюмы свои, вот фриз, который мы шили до этого, также кянчи будем шить параллельно. Да, специального оборудования не хватает, швейных машин тоже, конечно, совсем мало, у нас тут всего лишь 8-9 штук швейных машин стоит, но бывает, это же техника все-таки, она иногда и ломается, капризничает. Начинается абсолютно новое современное веяние детской хирургии в республике. В Национальном центре медицины открыли центр амбулаторной хирургии. В условиях кратковременного пребывания выполняются оперативные вмешательства по разным профилям. Используется мощный лечебно-диагностический потенциал больницы, в том числе и методы лазерной хирургии. 9 ноября врачи прооперировали 6 детей и выписали их в тот же день. На ближайшие дни уже ведется запись пациентов. Направление на оперативное лечение выдают в поликлиниках по месту проживания. Давно хотели открыть такой центр амбулаторной детской хирургии. Он действительно необходим, уже время назрело, потому что есть контингент детей, которые не могут попасть по своей патологии в большие стационарные подразделения, но и в поликлиниках города им помощь тоже не оказывает. Поэтому мы будем оказывать услуги именно детям с малой хирургической патологией. Можно делать подместное, можно делать под общим обезболиванием. У нас есть стационарно 2 койки. То есть ребенок приходит, получает оперативное лечение, лечебную помощь, а вечером уходит в свои домашние условия. Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» в этом году пройдет с 28 ноября по 4 декабря в очном формате. По многолетней традиции именно в республике зажигается первая новогодняя елка в России. В рамках подготовки региональное агентство развития туризма и территориального маркетинга формирует пакетные предложения для туристов из других регионов России в рамках регулярных рейсов в даты фестиваля. Программа мероприятия порадует уникальными яркими событиями. Якутия приглашает гостей первыми встретить зиму, почувствовать тепло нашего гостеприимного края и окунуться в мир праздника. К этому часу это все новости. Хорошего дня! Продолжим наш эфир новостями из мира культуры, потому что это всегда интересно, это актуально, ну а самое главное, конечно, это и полезная информация. Так, Росконцерт формирует бригады артистов для выступлений в госпиталях и пунктах подготовки бойцов в Донбассе, пишет «Парламентская газета». По словам главы Минкульта Ольги Любомировой, сейчас в центре внимания оказались те артисты, которые работают в стране ради своего зрителя и своего слушателя. Выступая в Госдуме, Ольга Любимова отметила, что таких подавляющее большинство. Министр добавила, что артисты рвутся в новые регионы. Росконцерт уже готовит агитбригады из артистов федеральных коллективов и творческой молодежи, которые отправятся в пункты подготовки бойцов и госпиталей. Это здорово, да, что артисты вот так все сплотились и не отказывают, да, в том самом предложении посетить, да, различные госпитали, где лежат наши военные. Такая поддержка, да? Она очень это полезна. это очень здорово, это очень и показательно, потому что ведь мы знаем, что и артисты нашей республики также находятся сейчас в различных воинских частях, да, и тем самым подбадривают наших земляков. Но в плане культурной программы у нас в эти выходные будет насыщенная программа. Так, в Государственном академическом русском драматическом театре имени Александра Сергеевича Пушкина состоится премьера, посвященная 350-летию Петра I. Зрители приглашают на первые показы спектакля «Араб Петра» по мотивам незаконченного романа Александра Пушкина «Араб Петра Великого». Спектакли пройдут 11, 12 и 13 ноября. «Белая трость» 11 ноября 2022 года в Саха-академическом театре имени Платона Алексеевича Аюнского состоится первый спектакль с тифлокомментариями на якутском языке «Лаокут Уанна Нюргугун» по одноименной драме Тимофея Сметанина. Сам спектакль не премьерный, но с тифлокомментарием выходит впервые.
Напомним, что тифлокомментарий – это целевая информация, специально подготовленная для незрячих и слабовидящих, для замещения визуальной информации, которую воспринимают зрячие, но которая недоступна слепым. Все сцены спектакля сопровождаются лаконичным описанием, чтобы зритель смог полностью погрузиться в действие и получил истинное удовольствие от просмотра. В театре отметили, что с этого года спектакли на якутском языке будут оснащены тифлокомментариями и в нашей республике. Но если вас не впечатлили наши анонсы на эти выходные, тогда вас всегда ждут в Национальном художественном музее. В рубрике «Музейный гид» мы рассказываем о различных экспозициях музея. И в этот раз мы вам расскажем о вкладе династии Лукиных в искусство художников Якутии. Михаил Васильевич Лукин. Это очень знаковое имя в изобразительном искусстве Якутии. Он был одним из первых руководителей профессиональных художников Якутии. Он транслировал такой лозунг, как «Искусство в народ». Благодаря ему были организованы передвижные выставки в колхозы. Он даже организовывал школьные третьяковки. То есть он родил за то, чтобы наши дети умели рисовать и видели мир глазами художника. Благодаря ему открыты были художественные мастерские, которые до сих пор работают. Он ездил на север, он показывал труд, быт людей севера в сложных условиях. Это чукчи, эвены, эвенки, якуты. И, кстати, многие художники переняли эту тему севера. И вот уже многие десятилетия мы на экспозициях путешествуем по этому миру севера. У нас в экспозиции представлено его такое большое полотно, панорамное, «Рыбаки-индигирки», где показан труд рыбаков севера. Но хочется сказать, что мы каждый год отмечаем в октябре День Отца. И Михаил Лукин был прекрасным отцом для своей дочери. И хотя он ушел рано, но он сумел передать свои гены, сумел передать это чувство любви к краскам, к холсту, карандашу своей дочери, которая тоже стала таким самобытным, ярким художником. Это Марианна Лукина, которую мы все с вами прекрасно знаем. И вот как славный отец подарил себя, свой дух, свою любовь к искусству своей славной дочери. Вот такая династия Лукиных, которыми мы гордимся. Вот таким был наш пятничный эфир. И эта неделя подходит к своему логическому завершению. Рабочая неделя. А впереди замечательные выходные. И если вдруг вы упустили какую-то информацию из нашего эфира, мы предлагаем вам, допустим, в эти выходные посетить Русский драмтеатр, где будет премьера нового спектакля. Да, а я, в свою очередь, заинтересовался сюжетом, где было сказано про хранение мяса в морозильнике. Надо будет провести ревизию обязательно. И, соответственно, чтобы ничего плохого не было, я думаю, надо будет в первую очередь приготовить то, что уже лежит давно. Конечно, и обязательно попробуйте сделать то самое фокаччо, а почему бы нет? И, мне кажется, хороший такой завтрак, субботний либо воскресный. Абсолютно верно. А мы, как и обещали, сейчас подведем итоги нашего розыгрыша. Вот этот замечательный новогоднем уже стиле, сделанный руками, да, то есть вручную подсвечник. Мы сейчас определим победившего участника. У нас он, кстати, есть. Опрос у нас проходил в телеграм-канале. И напомню, что подсвечник у нас от мастерской
от мастерской лавки Ева, за что мы их благодарим. Но я думаю, что также их будет благодарить победитель нашего конкурса. Итак, вопросы у нас были следующие. Давай я буду читать вопрос, ты будешь давать ответ. Этот новогодний праздник был весьма популярен в Якутске до 1905 года. Назывался он как и атрибут, который был необходим для участника праздника. Вот данный праздник назывался маски. Так, этот атрибут. Да. Маски. В 1910-х годах в Якутске для детей устраивали бесплатные новогодние утренники с раздачей сладких подарков. В здании какого учреждения они проходили? Но это ныне историческое здание Национальной библиотеки. Ну а раньше там или сейчас можно также принять ответ как здание музея библиотеки. Да. Какого числа празднует свой день рождения главный персонаж Нового года Дед Мороз? 18 ноября. И предпоследний вопрос. В России новогодние праздники были назначены на 1 января указом Петра I, а какого числа до этого отмечали праздник россияне? 1 сентября, дорогие друзья, раньше отмечали новогодние праздники. Что хорошо, по крайней мере, даже если не участвовали наши телезрители в этом розыгрыше, в этой викторине. Полезную информацию узнаем. Да, полезную информацию тоже узнаем. И последний вопрос был такой. По какой причине россияне начали украшать елки стеклянными игрушками? Ответ такой очень интересный: из-за неурожая яблок. То есть изначально украшали яблоками, яблок не стало, перешли на стеклянные игрушки. Но, несмотря на то, что ответов не так много у нас в телеграм-канале, тем не менее у нас есть победитель или победительница. Последние цифры номера 4747. Мы обязательно свяжемся с ним и, конечно же, передадим этот замечательный подарок. А вы, друзья, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что мы очень часто стараемся проводить розыгрыши. Ну и, конечно же, интересную информацию вы всегда можете почерпнуть также на нашем телеграм-канале. На этом время нашего утреннего эфира подходит к концу, и уже на следующей неделе наши коллеги вновь подготовят для вас самые интересные новости, замечательные сюжеты, интересные гости. Все это будет обязательно с понедельника по пятницу на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Ну а мы, в свою очередь, желаем вам доброго, позитивного, хорошего пятничного утра и замечательных, интересных, плодотворных выходных. И, кстати, не забывайте, что если вы передвигаетесь на автомобиле, то вчера в 10 часов вечера уже открыли проспект Ленина от улицы Курашова до улицы, боюсь ошибиться, по-моему, до Каландрашвили. Проверьте, почему бы нет. До новых встреч!